Добрый вечер. Снова в эфире телемарафон Сайва ТР «Голос Крыма». Майя Буты в эфире. Дежавю годичной давности продолжается в еще более шизофреническом виде. Вот, власть никак не реагирует ни на что, ни на наши слова, ни на угрозу закрытия канала АТР. И детского канала Ля-Ле, радио Мейдан уже не вещает на Крым из-за отключения за долги. Они просто тупо сидят и ждут, когда мы тут с вами все загнемся, да, и когда у крымских татар пропадет голос у других патриотов Украины в Крыму. Но мы вместе делаем все, чтобы этого не случилось. Уже более месяца, по-моему, длится наш марафон, я не считаю дни. Это все как один большой-большой день. Вот. И благодаря тому, что вы присылаете нам свою помощь разными путями, иногда совсем уже партизанскими, да, из Крыма это непросто. Спасибо вам огромное. Многие подписываются на Patreon АТР и делают постоянные донаты, что тоже нам поможет продержаться и остаться в эфире. Ну вот, далее огромную помощь нам оказывают иностранные партнеры. Я сейчас представлю гостей, потом еще чуть расскажу, потому что я тебе этого не рассказывал. Олександр Доній, наш гость сегодня. Доній, правильно ударение поставил? А все рівно, і можна і Доні, і Доній. А что ты так вырос? Я до цього ставлю спокійно. Це не є принципова річ. Ты знаешь, как Мустафа Джемилев его все время Джемилевым называют? Он никогда не поправляет. Но это примерно странно. А я говорю, а где логика вот у людей, которые называют Джемилевым? Я говорю, вот вы говорите Иванев или Петрев. Я говорю, почему Джемилев-то? А тем более в украинской азбуке же есть специальные буквы для этого. Если в русском там можно так и так читать ее, да, то тут же есть буква Е. Все. Нет, все равно Джемилев. Ну, але він насправді коректний дуже. Він ніколи не чув, щоб він особисто щось говорив, дійсно поправляв. Да, я, знаешь, просто это такой маркер. Мы тут с ребятами даже компанию такую, вот как Киев, not Киев, да, так мы писали Джемилев, not Джемилев, потому что это показывает, знаешь, это показывает глубину погружения отдельных представителей власти вообще в проблему, да? То есть когда ты даже не знаешь, как легендарнейшего в мире человека, представителя, лидера коренного народа Украины, даже не знаешь, как его фамилия произносится, это, наверное, говорит о том, что тебе, в той или иной степени все равно, что происходит с Крымом, и это такая, знаешь, такие маркеры искренности. Правильна постановка питання, тому що і етиці, і коректності слід вчити, але кожен з нас може припускатися десь помилки, головне, щоб робити роботу над собою. Это правда, главный смысл. Вот, по смыслу докладываю. Значит, в субботу даю я интервью польскому радио ВНЕТ, WNET. Это такое известное, такое чуть не глобальное польское радио, которое слушают там все политики, кто угодно. У них корпункт в Киеве. Вот, и в отличие, кстати, от нас, которые белорусами никак не занимаемся, вот как страной поддержки, да, на базе этого радио ВНЕТ, например, вещает белорусская редакция сейчас из Киева. Никто не знает об этом, вот широкой украинской аудитории, а у нас из Киева на польские деньги вещает радиостанция белорусская на Минск. На Беларусь, помогает как бы освещать ситуацию там. Но опять наше государство к этой контрпропаганде никакого отношения не имеет, к сожалению. Так вот. И Павел Бабалович, товарищ мой, друг и соратник, он корреспондент этого радио, большой патриот, журналист, он, хотя поляк, но он такой же украинец, я считаю, как и вот самый патриотичный украинец, можете представить? Вот такой Павел, да? И мы с ним в эфире говорим, и он говорит, ты понимаешь, мне звонят из Польши, из Союза журналистов польского, а я там выступал 3 года назад там, на премии, на вручении, там еще что-то. Они не понимают, что происходит. Они говорят, зачем им закрывать Крымстарский канал? Но они не видят логики, это какой-то самострел в ногу, да? То есть у тебя и так ничего нет для оккупированных территорий, да? И ты единственную работающую структуру убираешь. То есть товарищ Путин, докладываем, значит, все части отведены с информационного фронта, и все. Он говорит, мне трудно полякам это объяснить. Но я прямым текстом, там переводчик сделал прямой эфир. И я знаю, что парламентарии слушали, и все, кто кому надо, слушали. Вот, и я сказал, что наши чиновники просто водят вас за нос. Они же... Ты не видел эту резолюцию Европарламента об ассоциации с ЕС? Не читал? Не пригадываю, мабуть, нет. Вот видишь, у нас даже мимо информационного поля это прошло. Вот настолько украинские так называемые медиа не интересуются даже своей страной, что такие глобальные вещи, как вот такая вот, понимаешь, резолюция об ассоциации ЕС с Украиной, ей уделено было вот такое медийное внимание. Вот такое. А знаешь почему? Потому что там столько невыполненных аспектов. С боку Украины, мається? Да.
Мгм. То есть мы, заявляя формально, что мы хотим в ЕС, и вот у нас ЕС и НАТО в Конституции, ты знаешь, можно обещать жениться всю жизнь, да, но при этом тогда ЗАГСа и не дойти, да? Це зручно. Да. И это очень удобно. Вроде как имитируешь деятельность какую-то, что-то делаешь, а по факту ты там берешь, распечатываешь вот так вот это полотно, значит, и читаешь, и подчеркиваешь, это не выполнено, это не выполнено, этой реформы нет, этого нет, этого нет. А это же волчий билет называется, если ты не выполняешь. То есть мы так не, европейцы так не играют. Они же проверяют, да, вот соответствует или нет, да. И вот открываем, я уже другие статьи не буду, открываем статью 60 этого прекрасного документа. Я тебе даже сейчас зачитаю. И зрителям, кто подзабыл, может, уже тут не мудрено, потому что столько событий происходит. Сейчас я эту резолюцию тебе найду. И всем сейчас. Вот, резолюция. Так. И вот, значит, выходит это, называется название «Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной». Резолюция Европарламента от 11 февраля 2021 года. Вот. О выполнении соглашения об ассоциации с Украиной. И тут номер есть, все лежит на сайте, все. Статья 60. Европейский парламент уделяет пристальное внимание поддержке, оказываемой правительством Украины крымско-татарскому народу. То есть они следят за этим. Дальше. Приємно, да, що там є така згадка. Да, если бы мы такие слова слышали из уст нашего парламента, это было... То есть такое ощущение, что вот парламент Украины вот здесь, вот, понимаешь, в этом тексте. Дальше я читаю. Уделяет пристальное внимание поддержке и выражает озабоченность по поводу отсутствия финансирования в проекте бюджета на 2021 год, представленному Верховной Радой в сентябре 2020 года, для программы переселения и размещения крымских татар или из других национальностей, депортированных с временно оккупированной территории Украины, пишет нам Европарламент. Далее, через точку с запятой. Европарламент призывает Украину принять законы о коренных народах Украины. Ничего не принято. О статусе коренного крымско-татарского народа, о внесении поправок в ее конституцию для признания национально-территориальной автономии крымско-татарского народа в пределах Украины, а именно Крыма, что проистекает из неотъемлемого права коренного крымско-татарского народа на самоопределение и так далее. Ну, это, то есть, опять точка запятая. Все по нотам им расписано, да? Ничего не сделано вообще за 7 лет. И попыток нет. Дальше. Настаивает на том, чтобы украинские власти, я подчеркиваю, не желает, там, не предлагает, а вот там такой глагол употреблен, настаивает на том, чтобы украинские власти решали проблемы единственного крымско-татарского телеканала ЭТР. Это второй раз, когда мы упомянуты в резолюциях Европарламента. Первый раз 2016 год. Дальше. И предложили, внимание, стабильный механизм финансовой и технической поддержки, чтобы телеканал мог продолжать вещание на оккупированной России Крым. Ну, вот такое ощущение, что это наш парламент пишет, а на самом деле это парламент европейский. Они, такое ощущение, что больше нами интересуются, нами, чем мы сами, да? Они знают это все. Ты понимаешь, это поляки, литовцы, эстонцы, я не знаю. Ти здивований. Ну, вообще, да, если честно, да. А И ты понимаешь? я ні. Ну, по-перше, я хочу висловити солідарність з Дякую. телеканалу, тому що я вважаю, що Україна повинна всебічно підтримувати від зазіхань від російського агресора і кримсько-татарський народ, і решту населення Криму, тим самим підтверджує, що він український. Бо якщо Україна не буде це підтверджувати, то, власне, російський агресор переміг. Спочатку переможе ментально, свідомо. Тобто, якщо Україна не буде засвідчувати, що Крим – це Україна, а що таке засвідчення? Це, зокрема, соціальна підтримка тих, хто... Звичайно, соціальна підтримка тих, хто переїхав. Це медійно-інформаційний вплив на ту територію. Постоянно наращуємо. Безперечно. Да. Тобто не лише мріяти про коли-небудь військове звільнення. Бо може бути така ситуація, що не буде кого звільняти. Тобто якщо ми не будемо боротися за уми населення, то їм буде їх промивати. А медійна підтримка, і, зокрема, не лише ж канал ЕТР, але й, зокрема, і в першу чергу канал ЕТР, це боротьба за уми. Тобто це потрібно розуміти. І для мене не дивно, що Європейський парламент це розуміє, і не дивно, що наш політикам це досі не розуміє. Чому не дивно? Я коли сюди їхав, вірніше, не коли їхав, а зранку відкрив Фейсбук, мені прийшло нагадування, саме сьогодні. Нагадування моєї власної діяльності 7-річної давнини. 7 років тому я зробив інформацію у Фейсбуці про те, що випустив газету в перший раз російською мовою наш там «Настоящий Крим». Газета для того, щоб не допустити, газета 14 березня 2014 року, щоб не допустити псевдореферендум, який проводили агресори. Це упредительний удар такий. Так, так от це виявилось.
що це було з боку Києва єдина взагалі медійна підтримка проти псевдореферендуму. Ми випустили 150 тисяч примірників, тобто я і моя команда. Поширювали лише, до речі, через кримськотатарські мережі, тому що решта наших знайомих відмовилися, злякались. На той момент вже... Одну секундочку, я прошу редактора, знаете, зайдите, пожалуйста, на фейсбучную страничку на Александр Доній, и там у меня он отмечен в публикации на моей странице, и посмотрите, там предыдущий пост, как раз обложка этой газеты. Покажите, чтобы люди понимали, о чем идет речь, а Александр продолжит. Ага. От. Я сам поїхав тоді, я був 9-10 березня в Криму, був останнім з депутатів, який доїхав до Севастополя. І після того я зробив, в мене були ще наївні, от як в тебе зараз, наївні думки, Ти мечтаєш мені наївно? Наївні думки про те, що київська влада буде боротися за Крим. Я зробив перелік. Я їздив і там спілкувався, до речі, із Мустафою Джемілєвим, там, із Ріфатом Чубаровим. Моя група їздила лише під підтримкою кримських татарів, інакше би нас схопили, нас, власне, врятували. Пропасть, як Рішат Ахмед. Нас врятували, ми взагалі додумалися не через літак, а залізницю доїхати, але вже на пероні були оці бандюгани з бітами, і якби нас не зустріли кримські татари, до речі, і ми під виглядом кримських татарів, отак в шапках, а ось по самі вуха, ми от проходили. Така була умовна конспірація. Так от, на той момент, поспілкувавшись із Джемілєвим і Чубаровим, зокрема, я зробив доповідь на 15 пунктів. Що потрібно зробити, щоб не допустити псевдо цього референдуму? Що потрібно, щоб боротися? Вспомнить? Це дуже цікаво. Надо такі речі напоминати. Так, кілька я можу нагадати. По-перше, я відразу скажу, що там не було жодної пропозиції військової. Там були пропозиції, деякі пункти мені запропонував Джемілєв і Чубаров щодо міжнародної підтримки, тобто пропозиції звертання до міжнародних інституцій, а деякі я запропонував, згадуючи деякі пункти, згадуючи, як Україна боролася за Крим ще в 90-х роках. Пам'ятаєш, там Мішковщина була епізоди, і ще один був епізод. І яким чином тоді боронив? Україна почала шантажувати і Росію, і Мішкова, що в разі спроби відокремлення північні райони Криму, де є, зокрема, на той момент етнічно-українське населення, вони відокремляться від Автономної Республіки Крим. А тут, нагадаю, Київ нічого не зробив для того, щоб закликати не допустити референдум. І єдині дві регіональні одиниці, які не допускали референдум, очолили кримські татарі, і вони зробили це не на заклик київської влади, а на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу. Так от, що я пропонував в своїх пунктах? Я пропонував, так, на той момент вже в Сімферополі було важко зібрати керівників місцевих органів самоврядування. Я запропонував, зберіть в Сімферополі керівників органів місцевого самоврядування, надайте їм гарантії безпеки і запропонуйте, щоб вони не надавали свої приміщення для псевдореферендуму. Де організовують, як правило, ці виборчі, вірніше, дільниці? Так, понятно. В державних органах. Так. І не тільки. Та? Ще в школах і ще в лікарнях. Тому я запропонував наступні пункти. В Херсоні міністр охорони здоров'я, зберіть головних директорів медичних закладів і головних лікарів, запропонуйте, знов-таки, систему безпеки, і щоб вони унеможливили свої заклади відкривати. Нашкодити можна було в школах. Міністр освіти, щоб зібрав керівників шкіл. І практично, головне. Тобто всі, коли мені кажуть, ви пропонували стріляти, от жодних з 15 пунктів не стосувався стрілянини. Жодних. Тобто це питання міністра оборони. Тут по міністру оборони ми теж серйозне, не просто там зауваження, а я бачив, що Тенюк спеціально здавав Крим, він не тримав зв'язок з військовими частинами. Бо я і по військових частинах ще проїхав. І знаю, хто з керівників військових частин здавав, а хто чинив опір. А, наприклад, Ігор Воронченко чинив опір. А Мамчур здавав Бельбек. Я можу по прізвищам називати, хто як діяв в тій чи іншій військовій частині. Так от, жоден з цих пунктів я не виявляв. А це вказівка, а це дія тодішнього ВО президента і підпорядкованих йому на той момент. Міністр оборони і же з ними. Цілеспрямовано здавався Крим. Тоді в мене теж були ілюзії, як в тебе. Я був здивований. А тут виходить, що значною мірою, от тільки питання чому? Частина української влади, центральної влади, зацікавлена, щоб Крим не був українським, щоб Крим здавався. Питання чому? Може бути страх,
може бути підкуп, може бути нерозуміння, дурниця. Тобто може бути... Ну, агентурна робота може бути ще. Так, да. може бути агентурна робота, тобто може бути варіанти... А может быть чистый цинизм. Зачем нам эти лишние избиратели? С ними сложно работать будет, там, ну, было бы гипотетически. Так, да. от Да. варіанти всі повинні розглядатися. Але факт є. Тому мені прикро, звичайно, але більш-менш зрозуміло, що, на жаль, оці метастази, Точно. бездіяльності, дурості, Да. вони продовжуються. Ще раз, те, що Крим український, повинно не на словах говорити, а потрібно доводити. Делами, діями. Організаційно, фінансово, структурно, людським ресурсом, міжнародною Ну, вот смотри, підтримкою. как бы, знаешь, я готов поверить во все, но я вижу, что идет имитация. Вот крымская платформа, да? Идея блестящая. Спасибо, и Кулебе спасибо, да даже Зеленскому спасибо. Молодцы, да? Но только у меня вопрос к Зеленскому и там кто еще вовсе у него занимается. А с чем вы хотите туда прийти? Вот чем вы хотите удивить западных партнеров? Они придут вас слушать в первую очередь. Что вам нужно, что вы делаете, да? То есть это будет, если вы собираете как бы своих защитников, ну, своих партнеров, там, кто, ваши адвокаты, да, это как вот собираешь защитников своих, ты должен рассказать, что ты сам сделал, да? Что они расскажут? Как они у России электроэнергию покупают сейчас? Или они расскажут, ну ладно, это не крымский вопрос, да? Они, может быть, расскажут, как они Красноярский канал решили финансирование? Или что еще? Как они не профинансировали ни одного переселенца из Крыма? Вот о чем ее парламент прямым текстом пишут. С какими достижениями вы, друзья, идете к Западу просить о помощи? Что помогают тем, кто гребет, понимаешь? Ну, дивіться, влада неоднорідна. Я не хотів би, щоб ми зараз поставили під сумнів необхідність, потребу Кримської платформи. Ідея надзвичайно важлива, ідея надзвичайно правильна. Нам потрібні міжнародні союзники. І дуже добре, що нарешті Україна почала виходити з розумінням, що не потрібно відокремлювати проблему Донбасу від проблеми Криму. Я неодноразово критикував Мінські угоди, що ми випускаємо Крим. Що нам необхідно було спочатку в Женеві за 4 години, це одна з перших переговорів, коли ще з Сполученими Штатами, відразу після агресії, за 4 години я був здивований, Крим не згадував. Тобто я постійно критикував тодішню ще владу за те, що вона випускає з уваги Крим. Тому потрібно чітко сказати, абсолютно правильна ініціатива, але зміст. Тут абсолютно маєш рацію. Ну, виявляємо Кримську платформу, і вони що, не запросить Джамілєва? А Джамілєва, якщо запросити, ну він чітко скаже, чекайте, перше питання, у нас закрили ТИР. Як? І на цьому виникає питання завершення розмови. Да? Ні, ну, тому я, чесно кажучи, я думаю, що АТР не закриють. Я думаю, що всі ці пертурбації, вони завершаться нормально. Вони завершаться підтримкою з боку української влади, зокрема, і через медійний тиск. Ви абсолютно правильно робите, що медійний тиск. Якщо повинні бути якісь аудити, я не бачу в цьому ніякої проблеми в фінансових аудитах, але повинно бути розуміння, що повинна бути підтримка діяльності інформаційної на Крим. І в першу чергу, це діяльність кримсько-татарської засобів. Не лише АТР. Да? Якщо не підтримувати Меджліс, то їм теж говорити про підтримку Меджлісу. Системообразуючі інституції. Безперечно. То інакше до чого це призведе? Ну, дивіться. На жаль, в Криму, і потрібно про це говорити, серед кримсько-татарського народу Російська Федерація знайшла частину колаборантів. Ну це ж об'єктивний факт. Так само, як вона знайшла частину колаборантів через українських СБУшників, військових, прикордонників, і причому понад 90%. Ну тут обратна ситуація, звісно. На щастя. Да. Але чим менше, я до чого веду, чим менше тут буде інституційна підтримка Меджлісу, тим більше буде шансів у Росії набрати своїх колаборантів, тому що вона буде тільки казати. Ви подивіться, Україна не успішна. Вона не хоче підтримувати кримських татарів. А ми от готові там робити, як в Кубані, там кубанський хор. Тобто, ну, імітацію якусь. Так, імітацію підтримки. Якусь так они же будут, слушай, так они с западным партнером будут говорить, смотрите, Украина ничего не делает, ни одной институциональной попытки, ни закон, ни ничего. А к чему, в чем они нас упрекают? А вот мы считаем, что референдумы честно провели, да? Ну и ваше мнение не интересует. А вот сейчас, а как Украина поддерживает крымстатарский народ? Где? И что ответить? Ни копейки в бюджете, ни на что. Вот Европарламент им пишет. А ви виходили на переговори з органом державної влади, що відповідають? Смотри, я тебе сейчас объясню очень просто.
Вот мы как раз в разговоре с Павлом Бабаловичем в эфире радио «Внет» польского, я рассказал, первый же человек, который спросил у господина Резникова, у министра, куда передали АТР из Министерства культуры, информации передали вот в это Министерство реинтеграции, да, вот, где-то еще до резолюции, наверное, числа 1, может быть, февраля, может быть, еще в январе даже, когда мы поняли, что нам меняют правила игры по ходу, и наши деньги не собираются нам отдавать, у него был разговор у Резникова с вице-спикером польского сейма, ее зовут пани Малгожата Гошевска. И он ей сказал, да какие проблемы, мы все проблемы решим. Не волнуйтесь, товарищи европейцы, все хорошо. Да? Но, как понятно, наши главные адвокаты вообще в Европе, это страны Восточной Европы, бывшие, то Польша, в конце концов, там, Литва, Латвия, Эстония, да, вот это самые близкие нам. Ну, хто більше розуміє небезпеку з боку Росії. Да. Они активные, у них депутаты активные, у поляков, у литовцев, и они, главное, понимают, о чем идет речь. Им объяснять не надо по 100 раз. И я говорю, вот, понимаете, когда вам говорят, что что-то будут решать, ну, наверное, должны быть какие-то, как вот ты верно сказал, какие-то действия должны быть. Не только слова. Ну, допустим, там, телефонный звонок мне, или руководителю канала, или хотя бы, не знаю, там, любой нашей журналистке. А как у вас дела? А вас вообще, так сказать, вас когда будут отключать от спутников? А нас должны были отключить от спутников еще полгода назад с долги. Это просто люди, западные коммерческие компании, они ничего не должны Украине вообще. Они просто понимают, что это страшный удар для крымских татар, и они этого не делают, хотя формально могут вчера отключить нас. То есть за это время я сказал, пани Малгожате, передайте, что никто не... Вот знаешь, так очень четкая фраза. Никогда ни один чиновник не интересовался судьбой АТР. Ни до резолюции, ни после, ни по сей день. Пусть сюда это министерство придет, я покажу ньюсрум пустой на 2-м этаже, который был забитый, по 8 новостей на 3 языках выходил. Мы хотели еще английский выпуск сделать для Евросоюза, для США в удобное для них время, англоязычный выпуск АТРовских новостей, да? Вот. Потому что нас знают же за границей, ведь АТР вел первые трансляции с оккупацией. Нас показывал CNN, нас знают в мире. Мы единственный канал Украины, указанный в мировых резолюциях, да, в ООНовских, в европарламентских. Ни один другой телеканал там не, потому что они понимают, что мы системообразующее телевидение, да, не коммерческий ларек какой-то, системообразующее телевидение, государственный проект, да, европейцы это понимают. И когда... Ну, ты же понимаешь, как бы вот иногда важнее, как с тобой разговаривают, важнее того, что тебе говорят. Я вижу их настроение, они не хотят нам помогать. Они просто хотят вопрос как можно больше протянуть, чтобы мы совсем тут иссякли. Вот радио Майдан уже, наш украинский ретранслятор, отключил единственное крымстарское радио, 16 лет в эфире. Понимаешь? Потому что долги. Вот израильская компания пока не отключила телевидение через спутник, а наша украинская сказала, нет, это типа мы ничего личного, только бизнес, ну не будет крымстарского радио в Крыму, ну ничего страшного. Уже месяц почти Майдан не вещает. Ты понимаешь? Это катастрофа на медийном поле вообще. За это в отставку должны министры уходить. Понимаешь? А тут, как само собой разумеется. Следующее на очереди... Ты думаешь, что это система, да? Но я просто вижу подход, когда реально ни один чиновник не звонил ни разу на канал АТР. Это что? Они польским парламентариям, потом министру иностранных дел Литвы, тут приезжал Гарбилерис Ландсбергис, ему глава правительства и Резников тоже, да не, мы все решаем. Они ничего не решают. А як вони аргументували, що вони передають з Міністерства культури, ну, в підпорядкування інформаційної політики? Тому що мені здалося, що честно, там Ткаченко системный. Да нет, ну послушай, дело же не в персонале. В конце концов, все они завтра могут уйти в отставку, и министерство могут опять переименовать в ЗАД и подчинить. Там же был спорт, молодежь, потом отделили. Ну, ты помнишь все это дело, да? И мы еще тем министрам, еще до Ткаченко министру, мы говорили, ну вы сегодня министр, завтра нет, сделайте систему. Вот о чем Европарламент пишет. Устойчивый механизм создайте, блин, наконец, с помощью Рады, с помощью кого угодно. Ну прекратите это издевательство над народом, находящимся в оккупации. Мне люди звонят тут просто в трубке плач, потому что они понимают, сейчас погаснет экран и все. Все остальные каналы украинские, во-первых, они про крымских татар не говорят вообще, или там процент времени. В чому основні закиди? Що їх не задовольняє? Смотри, основные расходы нашего канала, и они это прекрасно знают, не проходят ни по каким конкурсам. Это аренда помещений, и это спутниковый сигнал на Крым. И третье, это то, что вот все видят сейчас на экранах, это картинка, вот это вещание, это аппаратное там, да, который выдает сигнал, компьютерный блок вот этот наш, там, выпускающий блок, это ньюсрум, который сейчас переместился в другую комнату, потому что просто народу мало. Тогда там работало 30 человек, а сейчас там 5 работает, понимаешь, из-за финансовых проблем. Вот.
И мы не выпускаем новостей полноценных. Які таких, проблеми как було? раньше. Можна було б створити наглядову Послушай, раду, да, если бы без они- людей, яким Да не в этом, довіряють да при чем тут суспільство. рада? Ну слушай, ну тут проверяется все. Что доверять? Кто-то должен считать, что я мошенник, что ли? Я вообще тут денег не помню, когда я брал в руки. Понимаешь? Ні, ну якщо у них там є Еще раз, если они считают всех ворами, пусть проверяют. И это не мой вопрос, да? У нас вот на экране наша отчетность. Наши программы, наши исторические, политические программы, наши ток-шоу «Мост», который мы делали, пока имели финансовую возможность. У нас, понимаешь, наша деятельность, к счастью, публична. Ее легко проверить, просто взяв запись эфира. Мы же, понимаешь, мы же не занимаемся там, что-то там, асфальт кладем, здесь мы 10 сантиметров не доложили, там где-то, да, там особнячок построили. У нас все проверяется. И тех денег, которые заложены в бюджет на нас, их недостаточно для развития АТР. Это только чтобы дышать, чтобы вещать. И они прекрасно знают, что никакими конкурсами деньги не выделяются ни на помещение, ни на спутник. Понимаешь? По идее, если ты хочешь помочь каналу АТР, если ты пане Гашевской там, или пану Ландсбергу говоришь, что мы решаем проблемы, ну реши проблему, погаси долги, просто для начала, да, погаси долги, за которые вчера может быть прекращено вещание. Заплатите за помещение, не нам. Заплатите за помещение и заплатите спутниковым компаниям, которые осуществляют государственную функцию Украины, трансляцию на оккупированной территории. Отдайте им хотя бы деньги. Понимаешь? Нет. Ни попыток, ни выяснения, какие долги. Ничего. Гробовое молчание и постоянная ложь западным партнерам. Но я, к счастью, так сказать, не лишен тоже мозга и каких-то способностей разговаривать. Поэтому я на постоянной связи. Я звоню постоянно парламентариям в несколько стран Европы. В Европейский Союз. Там без слов нас понимают. Они понимают нас на уровне жестов. Они все понимают. Ты понимаешь? То есть вот эта идея такая провинциальная какая-то, обмануть кого-то, она не получится. Але цими дрязгами вони приводять просто до дискредитації самого проєкту. І як от від України є втома, да. І від конфліктної ситуації ж може бути втома. Тобто, якщо воно триває дуже понимаешь, довго... я не знаю, как это все выглядит, но нам деваться некуда. Тогда я должен сказать нашим жителям, нашим крымским татарам и другим, кто нас смотрит в Крыму: ребят, мы сдаемся, все, мы отключаемся, пошли, так сказать, вон, ну и что, я работу себе не найду, понимаешь? То есть мы все расходимся, понимаешь? И вот мы должны будем честно сказать, мы сдаемся. Кабмін цього не розуміє? Если бы было опять желаемое и действительное, слова, дела, если бы было желание помочь, наши долги бы уже были как минимум погашены. А долги эти создались с прошлого года. Знаешь почему? Потому что тогда мы поверили на слово обещаниям чиновников, про того еще правительства, да? И они дали деньги, последний транш, они же не сразу эти деньги дают. И мы вынуждены жить в долг в долгое время, потому что, если вы, знаете, 1 января выделили деньги, мы все спланировали себе, знаешь, четенько, там, столько программ, развития, здесь мы вот это выложим, здесь вот это, да, все, тут вот эти деньги на это, на это, дальше сидим, пишем отчетность, все. Но такого же нет. И последний транш они дали в последнюю ночь последнего дня года. Добре, понимаешь? Припустимо, з вами у них... І ми не змогли його потратити. З вами у вас якась заруба. А що з Меджлісом? Ну, Меджліс же впливова структура. Вони ж можуть дослуховуватися, якщо не вас, то до Меджлісу. Я докладываю, что с Меджлисом. Давайте приведу пример. Вчера была принята, и когда? Ну, на днях была принята стратегия повернения Крыма. Докладываю. Эту стратегию с руководством Меджлиса никто даже не обсуждал. Нічого собі. Да. То есть, понимаешь, это отношение, вот... Бачите, они... не даремно сказав, що я коли пропозиції від імені персонального депутата доповідав з трибуни Верховної Ради, я перед тим заїхав і до Почубарової, і до Джемілєва, і у них поради питав, що туди вставити. Смотри, вот у них никто не то, что их даже не уведомляли. И вот чтобы ты знал, вот прочитай у меня на блогах на «Украинской правде», я сегодня опубликовал «Стратегия извращения Крыма без крымских татар, но с русскими оккупантами в законе». Что они делают? Они не учитывают сущность. Це жорсткі. Я бачу, що ти ображений. Минуточку, это унижение для людей, которые сидят в Крыму. Это для моего народа унижение. Я за свой народ, извините, пасть порву, как говорили в советском фильме. Вот это просто принижение. Это значит, это показать людям, вы никто. Вы как до Майдана. Какие-то непонятные черные где-то там в горах сидите, понимаешь? Давай без... Я тебе говорю, как это воспринимается. Я людей, наоборот, успокаиваю, чтобы ты понимал. Вот пишут в комментариях, на что Украина бросила. Я говорю, нет. На что все предали? Нет. Я, наоборот, говорю, я волей-неволей являюсь адвокатом любого украинского правительства в глазах своего народа, понимаешь? Потому что... Будь-яка влада, это же не вся Украина, мы тоже Украина. Еще раз, но мы вместе плывем в одной лодке, и этот корабль не делится ни на что.
Значит, дальше. Происходит такая история. Одними и теми же устами. Они не допускают вообще до обсуждения стратегии лидеров, избранных, международно признанных крымско-татарского народа. Крымско-татарский народ отсутствует в этой стратегії целиком і повністю. Це мені нагадує якась російську позицію. Вот, ну, я ж Вони к этому и веду. аналогічно Да, намагалися. да, Вони казали, що кримських татар поважають, а от Меджліс – це антизаконна заборонна Вот організація. послушай, да? то есть по факту крымско-татарские выборные органы, признанные в мировых резолюциях, де-факто выключены из процесса принятия решений по Крыму. Даже как в качестве согласительного, в качестве консультативном качестве. Они, а тем более в решающем. Для Просто меня не зрозумело. нет ни слова про это. Говорят, я еще не читал, но говорят, выпущена концепция национальной памяти Украины, где нет ни слова про крымско-татарский народ. Мгм. А я считаю, что любые вещи украинские, которые мы выпускаем, наше правительство, где отсутствует упоминание о Крыме и о коренном народе крымских татар, они сами по себе ущербны, потому что они позорят Хто нашу стратегію? Ну, Не знаю, я разберу. Якщо Інститут національної пам'яті, то з Драбовичем я можу поговорити. Я Розумний просто, хлопець, понимаешь, не, я, Антон, знаю, я не читал этого. Я и с ним сам могу тоже поговорить. Спасибо тебе. Если ты, просто вопрос вот в чем. Понимаешь, любое неупоминание, вот как ты говорил про Минское соглашение, любое неупоминание Крыма и крымских татар – это подарок русским. Так, це про абсолютно. Это на их мельницу. Это они потом вон будет говорить, да Украина ничего не делает для своего типа Крыма. По факту-то они от него отказались. Вещание они прекращают, это прекращают, то прекращают. Крым не упоминают там, не упоминают здесь. Ну, вы что, с кем вы хотите иметь дело? Они вот так себя ведут сами. Понимаете? Они нашу неуспешность будут рикошетом нам возвращать. Понимаешь? Еще добавят на своим выдумкой, своей пропагандой. Теперь получается, в Украине сейчас нет иновещания. Ты знаешь об этом вообще? Ну, його ж закрили, да. Тобто це... Так вот, я тебе докладываю. Значит, сейчас Украина в информационном плане хуже, чем, прошу прощения, Зимбабве с своим диктаторским режимом и так далее. Потому что там хотя бы язык английский. И там про Зимбабве хотя бы можно новости по-английски прочитать при желании. В Гугле забить. А Украина, кроме как на украинской мове, никакой и на российской, никакой информации о себе миру не дает официально. Ти розумієш? Ну, це була ще діяльність Міністерства інформаційної політики попередньої влади. Ти ж пам'ятаєш, коли вони закрили, да. У меня на голову это было абсолютно на голову вообще не налезает. Да? Тоді, да. То есть мы сами себе обрезаем, то есть, грубо говоря, вот как бы это выглядело на фронте. Вот приходит министр обороны и говорит, так, снимаем эту часть. Значит, так, морпехи нам не нужны, все, отойдем от Мариуполя. Это нам ПВО, мы тут, значит, будем картошку сажать. Все, это вот так выглядит. И ничего, как можно... Вот то, что хотя бы работает, да, слушайте, АТР работает? Работает. Все видно. Дайте им еще сотню заданий. Пусть они делают на английском, французском языках новости про Крым. Пихаем везде, заставляем этих ленивых там муждабаєвих работать. Бачите, наші вороги що роблять? Вони ж Russia Today, вони ж пхають різними мовами куди завгодно, в будь-яку країну. І на це кидають гроші. Кто про Украину рассказывает миру сейчас на их языках? А я тебе скажу, Russia Today и Спутник. Ты знаешь, что, например, какую они экспансию в Турции устроили? В Турции Спутник колоссально имеет ресурсы. Во Франции 200 человек Russia Today, офис франкоязычных, местных 200, У понимаешь? них же тепер і іспанською мовою, тобто у них же... У них есть все. Мы отдали полностью, внешний информационный фронт отдали полностью. Сейчас мы додушим канал АТР. Я не знаю про Туреччину, тому що Туреччина ж теж союзник, по ідеї, ну, кримських Нет, татарів. она как бы и Украины союзник, да? Она же все резолюции поддерживает, они согласились на крымскую платформу, слава богу, молодцы и так далее. Хотя к санкциям не присоединяются. Но это отдельный разговор, да? Ну, Ягана така політика, ми ж розуміємо, да. Ну, это его дело, да? Это, давайте с своей политикой разберемся. Мы, например, начали покупать электричество в России, хотя у самих 40% перепроизводства. И такое, да? Вот, то есть это политика гибридная. И если кто-то думает, что на Западе эту гибридность не замечает, замечает. Там системные люди сидят. И я знаю, что в Европарламенте сейчас думают, как это так. То есть мы им даем... Европарламент дал 16... Знаешь, сколько с 2014 года? 16 миллиардов денег дали. И не гривен. И теперь что? Плюс Америка. Да, нет, это теперь, да, это теперь европейцы, значит, Запад помогает нам, в том числе безвозвратной финансовой помощью. Я уж не говорю про дешевые кредиты и так далее. И что он не может сказать? Так, ребят, а вы вообще слышали, что мы сказали? Нет, не хотите слушать? Да мы повторим вам второй раз. Вы теперь услышали, нет? Но если нет, то не прощайтесь тогда. То есть мы сами себе рубим не финансовую, а ментальную. То есть с такими людьми в итоге потом не имеют дела. Я зараз подумав, це буде жахлива ситуація, коли кримськотатарський канал буде віщати не з Києва, а з Варшави, де буде більше розуміння, та, і влаштують, як білоруську зробили. Понимаешь, но в Беларуси... Я смеюсь, але це жах, это на голову не налезает. То есть Беларусь полностью фактически оккупированная Россией страна. Там диктатор. Поэтому канал Белсат вещает из Варшавы.
Поэтому поляки из киевского радио польского вещают на белорусском языке на белорусском. Якщо вони будуть ще допомагати, так кримські А татари. получится, что у нас страна вроде как не полностью оккупирована, насколько я понимаю, да? Мы в своей свободной стране свой телеканал выдавливаем в Литву, в Польшу, не знаю, куда еще. Ну а что нам делать? Ты понимаешь, мы канал, который указан во всех еврорезолюциях, но мы будем обращаться напрямую к Европарламенту, к вам, правительство Украины не прислушивается, никакого устойчивого механизма поддержки финансовой и технической помощи они нам не дают, они полностью бойкотируют любые ваши призывы в резолюции про ассоциацию, но тогда либо вы тогда берите нас себе, да? Добре. Либо що делаєте з стукати, і парнями? тоді відкриється. Якщо нема з Кабміном контакту, а до керівництва Верховної Ради пробували ви достукатися? Може від них може бути якийсь вплив? Ты понимаешь, какая история? У меня вот все-таки мое личное убеждение, вообще у крымских татар есть такая черта, мы никому не ходим, не просим ничего. Критична ситуація. Послушай, если Европарламент понимает, а эти что, не понимают? Они только вид могут делать, что не понимают. Ты что думаешь, мои посты не читают депутаты Верховной Рады? Читают. Думаю, читают. Да, я их отмечаю, они всю ситуацию знают. Блок «Украинской правды» мой забит всей хронологией событий с АТРом. Это выдуманная история, это полностью искусственная история, это история манипуляций, вранья. Каждый день я читаю про себя, какой я вор там, какой... И все это Шарий говорил еще в прошлом году, а сейчас просто Шарий с другими именами, помельче. Они говорят ту же самую клевету, и русские фабрики троллей по комментариям рассылают их и так далее. Ну, скажите мне, а кто это заказал? Я сам заказал, кто? У кого у нас деньги-то на все эти операции? У русских. Потому что любой мерзавец в мире знает, где есть деньги. У русских. Ти вважаєш, що все-таки це агентура, яка так пронизана... Я очень хотел так не думать. Я очень хотел так не думать. Но если бы хотя бы после резолюции хоть один человек поинтересовался, могут ли нас отключить завтра, я бы поверил, что эта история не вплыла. Добре, тоді ще жорстке питання. Да, давай. Ти думаєш, ми ж розуміємо, що, на жаль, є реальна ситуація, що Кабмін не самодостатня структура. Значить, прем'єр, я хотів запитати, прем'єр спеціально був поставлений такий, як не сильно зірковий, щоб міг підпорядковуватися. Тобто ОП у нас реально керує ситуацією. Ну, можно согласиться, тебе виднее. Я не очень внимательно за этим не слежу, но я пытаю, по некоторым... Слушай, я всегда опираюсь на открытые источники. У меня в эфире здесь сидел, не у меня, по-моему, у Гульсум Халиловой сидел Роман Бессмертный, который был політичним руководителем Мінської групи. Він більше за мене знає про хитросплетіння української влади. Так он же рассказывал нам, что там даже в то время, когда про ТР речь не шла впрямую, несколько раз они упоминали канал. Зачем вы Вони це хто? Русские. И я, видя, каким методом придушается наш канал, каким тихим саботажем это все делается, да, с помощью фабрик троллей, сопровождением пропаганды и так далее. Усмешки на их обличьях, да. Тех российских. Ты понимаешь, что я систему эту вижу целиком, и она мне доверия не вызывает. Например, Роман Бессмертный прямо считает, что это керуется с офиса президента. И он считает, что Россия, что русские в ходе каких-то непубличных переговоров по условном минском направлении поставили какие-то условия, каких-то предварительных ласк. Да. Ну, воду в Крым они раньше просили, сейчас уже понятно, что дать не может Украина воду в Крым, да, уж как бы, ну, это будет тут, не знаю, какой катастрофой. Но, значит, хотя бы тогда закройте это поганое телевидение. От РНБО зараз чітко робить такі кроки, які повинні не подобатися Кремлю. Тобто наступ на хвіст Медведчука, його там медійної імперії, і економічної імперії. Да. Тобто вона засвідчує, що значна частина влади, вона чітко стоїть на стороні національних. Ну я на них рассчитываю. Тобто ти вважаєш, що це просто різні крила в... Я думаю, что и история вот этих всех следующих дней со всеми этими разоблачениями, со всеми этими фильмами, да, о которых ждут, она покажет, то есть, да. И у власти будет только два выхода. Либо очиститься, либо исчезнуть. Потому что с таким балластом это не плывет, понимаешь? Никуда. Это холостой ход. Это в лучшем случае холостой ход. То есть, когда одна рука у тебя как бы сдерживает другую, ну, так не работает. А потом, ты меня извини... Тобто не можна одною рукою бити Медведчука в обличчя, а іншою гладити? Конечно. Ну, значит, что-то там, я уверен абсолютно, вот, чтобы понятно было, что у нас во власти есть патриотичные люди, их не так уж мало. Видимо, просто они занимают не те места там. А места, которые занять должны были они,
и чтобы деять в интересах Украины, занимают другие люди, которые занимаются либо саботажем, либо, знаешь, как они просто, ну, может быть, и это коммерчески заинтересовали. А почему нет? А русские умеют покупать. А что такого? Мне же рассказывали даже в этой студии многие, сколько давали денег, чтобы канал «Воду» запустить. При каждом правительстве України... Ну, щоб ти розумів, Да. на моїх же очах відбувалося підкуп, ну, гроші не передавали нам на моїх очах, але я бачив, як перебігали під час харківських угод, так званих. У нас зараз теж тема, да. Ось, а там же депутатам, ну, за інформацію давали від 1 до 3 мільйонів за те, щоб вони картки здавали доларів, щоб вони здавали. Тобто, да. І чому йде мова про державну зраду? Якщо довести, що це гроші не внутрішньоукраїнського походження, а російського походження, то ось вам і абсолютне підтвердження, що це є державна зрада. Да? І хто це організовував, якщо по ланцюжку довести, то можна було б ще кому цим займатися, Саша. От тут я сумніваюся. Да. Тут є... Навіть політичне покарання вже не мало, а довести до покарання организаторов, ну, будет... Ну вот смотри, просто вот даже сейчас интернет же очень удобная штука. Вот американцы периодически закрывают тысячи каких-то аккаунтов, да? Они просто по тегам, по каким-то там механизмам программным выясняют, какие сети как работают, как информация расходится. Вот по Фейсбуку, да? Они же всю эту сеть видят до последнего тролля в итоге, потому что там есть алгоритмы и непонятные, да, как это расходится. Ключевые слова, одни и те же повторения, да? Вот эти группы такие-то, они группы закрывают, а группы создают, чтобы из них пропаганда шла. И вот возьмите сейчас просто клевету вот хотя бы про ТР и фамилию Муждабаев. Про то, какой миллионер, там, про то, что... Это миллионер, да? Да, безусловно. Ну, 5000 по нашим временам зарплаты, я прошу прощения. Вот. Теперь смотри. И просто посмотреть, кто это распространяет, кто это пишет. Вот. А потом вызвать товарищей, ну, кто не тролль совсем, а живой человек, вызвать в СБУ и спросить, а зачем ты это делаешь? Тебе что, вот не спится написать вранье про Муждабаева или про ТР? В чем твой интерес, товарищ? И, понимаешь, ну если бы это было кому заниматься. Да? Ну, нет, вот встал человек утром такой, знаешь... Бо я розумію, про кого ти ведеш мову, а він точно не тролль, бо це реальний. Да, отлично, но человек людина. Утром встает и выдумывает, что я 5000 долларов зарабатываю, и знаешь, как там было написано? И Муждабаев, получая 5000 долларов, не выдавал зарплату. Я знаю журналистов, які більше заробляють. Я тут зарплату не выдаю. И я последний в этой компании получаю зарплату. Это всегда так было, потому что руководство всегда последний. Понимаешь? Это принцип такой в нормальном коллективе. А тем более, когда всем тяжело, то мне должно быть тяжелее, чем другим, потому что, ну, есть люди с меньшими... Ну, это честный подход, да. Ты понимаешь, он нормально. Не всюду він задіян. Нет, ну просто я не вижу никакой причины. Вот знаешь, это помнишь, как в фильме «Мимино»? Говорит, такую испытываю потерпевшему... Особисто... Что там таке, да. Ну это же, понимаешь, все вещи имеют объяснение свои. Я же не утверждаю, но просто, когда это ботафермы разносят... Слушай, это что, первая компания? Я просто беру год назад ровно, и 3 ролика шария подряд про АТР, они что, случайно были записаны? А с той же самой риторикой абсолютно. Частный телеканал, коммерческая компания, теневые деньги, двойные схемы и так далее. Ти не пропускаєш, що може бути особисті. Я, наприклад, пам'ятаю, ти там щось таке написав, в тебе ж ти сильно заводишся, і я тебе сам персонально, наприклад, критикував на своїй сторінці. Пиши про мене. Но якщо ти про український, ти не можеш враньо про канал АТР. Але я прекрасно розумію, що ти це робиш, ну, ти заводиш щирих почуттів, да? І навіть якщо я тебе критикую, то я це можу, по-перше, я в твої очі сказати. Конечно, повторить мне в лицо. Ну пусть человек повторит мне в лицо, что я ворую деньги у коллектива АТР и получаю 5000 долларов. Ну пусть мне повторит в лицо. Ну это же, блин, это просто мрак, понимаешь? Это такая тупая, жирная заказуха русская. А ти навіть думаєш, що це не від українських політиків, а саме... Скажи мне, а в Украине у нас есть какие-то враги? Вот канал АТР, кому он враждебен в Украине? Ну, наверное, иметь надо очень извращенный ум, чтобы мы не участвуем в политике, мы никакую партию не поддерживаем, мы ни за кого не агитируем. Наша цель там, вот Крым. Нам вот это все по фонарю. Мы даже не... Чорт його знає, знаєш, а якщо тут банально просто, наприклад, ну, грошей в Кабміні, припустимо, не так багато, і якщо їх дають вам, значить хтось їх просто не встигає вкрасти. Минуточку. Деньги-то лежат. Они же лежат на счету министерства уже. Минфин-то их нам выделил, они просто не отдают. Тут все вопросы отбиваются. Вот если кто-то сядет напротив меня и просто будет, как Ларри Кинг, Царство Небесное, задавать мне вопросы простые. На любой простой ответ он любил бюджет, короткий. Чесно кажучи, це не дуже великі гроші. Так що тут моя версія. Саш, тут не про величину. Тут про подход.
это может быть только политическое решение, это не экономическое решение. Понимаешь, сэкономить на крымских татарах полкилометра дороги, это не... Це не той порядок да, цифр, не тот порядок, насправді. даже не полкилометра. Да. Это, понимаешь, это политическое решение. И я ни одного бенефициара, кроме русских, не вижу в Украине. Вот убей, не вижу ни одного бенефициара. Кому от этого легче станет, что АТР закроется? Кому? Ну вот кому? Спросите на улице Киева. Вот вам станет легче, что АТР закрылся? Что они скажут? І насправді тут тільки втрати геополітичні, іміджеві України колосальні. Ничего, ничего плюса. Ни одного плюса никому. Никакому чиновнику, кто этим занимается. Но если искренне считать, что чем-то занимается, да? Зачем они себя в эту грязь втаптывают? Зачем они позорятся перед иностранцами? Зачем литовцы мне звонят и говорят, почему нам все время врут? Зачем они просто врут в глаза поляков, с которыми, потом у которых и просят поддержки? Ты понимаешь, какой-то политический или какой-то еще? Ну, нельзя. Жодного позитиву, щось не простежується. Ничего. Тобто для чого це? Саш, я заболтался. У нас 2 минуты до конца. Мне редактор говорит, расскажи что-нибудь. Ні, ну, ще раз, я хочу завершити тим саме, чим і почав. Замало казати, що це Крим України. Це потрібно підтверджувати діями як з боку влади, так і з боку громадян. В даному випадку моя персональна підтримка АТР, як і перед тим Меджлісу, як і перед тим цього кримськотатарського народу. А підтримку я звик висловлювати не лише на словах, а на діях. Тобто, чому потрібно моє, наприклад, якщо потрібно переговорити з кимось з влади, Кабмін, Офіс Президента, Верховна Рада, я це готовий. Якщо потрібно публічно, я готовий. Значить, ситуація така, що не повинна вона закінчитися просто сваркою і втратою фінансування, а потім і інституцією, якої АТР. Це іміджева, геополітична поразка для України. Значить, потрібно вийти з цієї ситуації, а з честю вийти, значить, знайти механізми підтримки, механізми продовження діяльності і, більше того, посилення діяльності. Вот. Мы готовы работать в 3 раза больше. Мы готовы вещать на любых языках. Спільно на благо Криму і України. Конечно. Спасибо. У нас в гостях был Олесь Доній, чудова людина, просто така щира, и вы все, собственно, сами слышали. Еще раз спасибо всем, кто на нас подписывается в YouTube, Facebook, кто смотрит наш телемарафон, и особенно спасибо тем, кто подписался на Patreon канала АТР. Это нам критично важно, чтобы сейчас выжить. Помогайте нам и дальше, мы оправдаем ваше доверие, мы, я могу обещать, точно будем биться за вас до конца. Да, это то, что я могу совершенно четко гарантировать. Спасибо вам всем. До новых встреч.